Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, подписчики каналов «Шаг мы земляне». Сегодня 25 января 2025 года, и у нас сегодня очередная встреча в Zoom с Никитой, ну, ваш покорный слуга Юрий Вильгельмович Пробст, да? Никита, приветствую тебя. Так, к Да, нам да, добрый день. к нам присоединился а, А может быть, вот Асис. это Валентин? Да. Валентин. Валентин, приветствую тебя. Привет, привет всем. Привет, А, Валентин. Трансляция началась, и запись началась. Вот и Амир подтянулся, Иманов. Вы знакомы, да, с Амиром? Да, я был у Мгм. него в гостях.Амир, приветствую. Да, здравствует свободный. Амир Гали, я думаю, Амир Миргали. сокращенно стал, да. Привет, привет. Так, у тебя интересный фон, конечно, и ты на этом фоне какой-то весь обрезанный, урезанный. Сейчас, минуточку. Сделай Я нормальное, убери фон. делаю, Ну, подождите. либо можешь без видео просто общайся так. О, Мы просто видео сейчас запустим. Ну, Юра, вот пускай дальше. Да, я всех предупреждаю. Во-первых, идет запись и с последующим установка это на YouTube-канале «Шаг мы земляне», ну и, возможно, на открытый микрофон Саянск. Если кому понадобится на другие каналы, пожалуйста, можете тоже а, привет, у привет. меня взять. Да, котейка тоже отличная. Так, друзья, ну, заявленная сегодня тема – бестопливные генераторы или энергия свободного общества. Сейчас, когда климат еще не вошел в свою разрушительную фазу, мы существуем в условиях постоянного дефицита энергии и вынуждены платить за нее. По факту мы вынуждены платить за возможность существования. Инструментами этой экономической удавки служат углеводороды, атомная и гидроэнергетика. В ближайшие годы нам потребуется энергии намного больше, чем производится сейчас. Где же ее взять? Решение в массовом внедрении бестопливных генераторов. Если БТГ будут внедрены, то они смогут совершить революцию не только в энергетике и транспорте, но в целом изменить ход развития человечества. Представьте только, мы получим неограниченную энергию в любом месте планеты и без проводов. По словам британского профессора-изобретателя Джона Сёрла, цитата, «Все в природе построено на строжайших закономерностях, но мы их не видим. Мы не можем их увидеть, потому что получили стандартное образование, из-за чего просто ослепли. Заполнив свое сознание стереотипами, мы утратили способность удивляться, искать непредвзято. Мы воспринимаем реальность не такой, какая она есть, а такой, какой нас научили ее воспринимать. И вашему вниманию я представляю документальный фильм про другое восприятие, про настоящую реальность, про гениальных ученых и их открытия, про нестандартные решения климатических проблем с помощью бестопливных генераторов и о принципе работы вообще БТГ. Сегодня мы стоим на пороге эволюционного скачка. Это аксиома,
не требующее доказательств. Фильм «Бестопливные генераторы. Энергия свободного общества» — это начало новой эры, новых горизонтов и открытий, новых нас. Ну, а сейчас я включу ролик. Наберитесь терпения, посмотрите этот ролик, ну, для кого-то, возможно, внимательно, а для кого-то хотя бы поверхностно. И задайте себе вопрос по каждому из так называемого БТГ. Я не говорю, что вы такие же ученые, все знаете, но хотя бы задайте такой вопрос. А возможно ли вообще это? Конечно, ученые доказывали и прочее, что это существует. Многих на сегодняшний день просто нет среди нас, потому что просто-напросто они, ну или их убили просто-напросто за то, что они посмели придумать вот что-либо вот такое. Ну а всем желаю хорошего просмотра, во-первых. Ну а после просмотра, если какие-то вопросы будут, если на что я смогу ответить, я отвечу на ваши вопросы. Ну и сейчас включаю ролик. Идеальный раб тот, который не видит своих цепей и служит господину добровольно. У любого человека, который в теме бестопливной энергетики, может сразу возникнуть вопрос. Схема будет? Есть два ответа на этот вопрос. Начнем с первого. Схемы не будет, будет принцип. А второй? Второй ответ в том, что несколько компаний из разных стран получили лицензии на право производства бестопливных графеновых генераторов, предназначенных для электроснабжения, домовладений и небольших предприятий. В настоящее время строятся фабрики для массового изготовления графеновых генераторов. Эти производства планируется ввести в эксплуатацию до 2026 года. Однако остается открытым вопрос. Хватит ли мужества и здравомыслия у нас как человечества отстоять свое право на жизнь в условиях нарастающих катаклизмов и справиться с внутренней угрозой? Сейчас эта внутренняя угроза руками антикультовых организаций планирует устроить хаос во всем мире, чтобы уничтожить большинство населения планеты. Выбор за нами. Молчать и погибнуть или начать говорить, чтобы жить. Все возможности для этого у нас есть. — 2026 год должен стать революционным не только по причине массового появления БТГ. Без них нам теперь просто не выжить. 21 декабря 2024 года наша планета вступает в активную фазу 24-тысячелетнего климатического цикла. Что это значит? Это значит, что будет трясти и рушить, заливать водой и лавой, замораживать невиданными прежде морозами, сметать ураганными ветрами невероятной силы по всей Земле. Этот цикл может стать последним для всех обитателей планеты. Пока у нас остается возможность остановить разрушение планеты,
Нам нужно срочно действовать. В условиях катаклизмов в первую очередь пострадает энергетическая инфраструктура. Что сегодня для нас энергия? Энергия для нас — это возможность существования цивилизации. Большая часть нашей планеты необитаема без дополнительной энергии. Это значит, что по мере усиления катаклизмов такая возможность будет утрачиваться. При увеличении роста числа катаклизмов все большая часть населения испытывает дефицит энергии. Когда нет энергии, города умирают, промышленность останавливается, наука исчезает. В какой-то момент у нас закончатся ресурсы для восстановления энергетических объектов и сетей распределения. Математическая модель показывает, что это произойдет примерно в 2030 году. Особенно опасен такой поворот событий для зеленой энергетики, для которой необходимо оперативное балансирование. Она первой пострадает от катаклизмов. Без энергии погибнут города, промышленность и наука. В такой ситуации мы не сможем больше противостоять стихии. Но катаклизмы разрушают не только энергетику. Под удар уже попало сельское хозяйство, промышленность, жилье и транспортная инфраструктура. Причина катаклизмов – поток энергии, поступающий к ядру планеты из космоса. Это циклическое явление, которое происходит каждые 12 тысяч лет. Особенно сильным этот поток становится каждые 24 тысячи лет. Цикл, в который мы сейчас входим, это большой цикл, который бывает один раз в 24 тысячи лет. То, что наша планета сейчас живая, говорит о том, что она много раз проходила периоды катаклизмов, и большие, и малые. Сейчас ситуация изменилась. В прежние циклы избыточное тепло, выделяющееся в ядре планеты, отводил в космос океан. Мы убили наш главный кондиционер. Сегодня тысячи рек по всей Земле несут в него миллионы тонн пластика. К чему это привело? Толща океанской воды оказалась пронизана микро- и нанопластиком, что значительно уменьшило ее теплопроводность. В результате все меньше тепла отводится в космос. Температура океана растет. Следствием этого являются усиленные испарения, которые обрушиваются на Землю в виде небывалых по силе ливней, снегопадов, невиданного прежде крупного града. Массовые наводнения, которые мы сейчас наблюдаем повсюду, это следствие загрязнения океана. Климат имеет циклический характер. Он менялся всегда по естественным причинам, но на определенных периодах эти изменения носят катастрофический характер. Такими периодами являются 12- и 24-тысячелетние периоды. В настоящее время планеты Солнечной системы вступили в активную фазу 24-тысячелетнего периода. Встает вопрос, какими причинами вызвана эта цикличность? Земля, вращаясь вместе с Солнечной системой в пределах галактики, периодически встречается с ее спиральными рукавами. При этом система испытывает взаимодействие с галактическими ударными волнами, проявляющимися воздействием на планету в виде космического излучения. В результате галактические ударные волны ответственны за существование критических периодов в эволюции планеты. Воздействию галактических ударных волн подвержены все планеты и их спутники Солнечной системы, и оно наиболее сильно проявляется при прохождении указанных точек. При этом основной удар приходится на ядра планет, вызывая изменение их магнитного поля,
а вместе с тем и внутренние процессы планеты, и, как следствие, динамику климатической системы в целом. Экскурсы ядра планеты, в частности планеты Земля, приводят к интенсивности восходящих движений магмы, что в свою очередь является причиной разогрева верхних слоев геосферы, приводящего к таянию ледников в географических областях с наименее мощным по вертикали слоем земной и океанической коры. Вертикальные движения магмы приводят к значительному увеличению сейсмической активности как наземных, так и глубинных океанических вулканов. Наибольшую опасность при активизации сейсмической активности представляют супервулканы, извержение которых может привести к катастрофическим последствиям, вплоть до вымирания всего живого. Что может противопоставить человечество глобальным катаклизмам? Очевидно, что на глобальные вызовы должен быть глобальный ответ в масштабах всей планеты. Давайте оценим с точки зрения энергии первоочередные задачи, которые мы должны решить в ближайшие годы, чтобы выжить. Прежде всего, необходимо переселить миллиарды людей из опасных зон в новые города. Эти новые города нужно построить. Их нужно обеспечить всем необходимым. В первую очередь, энергией, водой, продовольствием. Одновременно с этим наука должна спроектировать, а промышленность создать космический зонтик, закрывающий Землю от излучения, идущего к ядру нашей планеты. Уже сейчас необходимо начинать очистку океана и дегазацию вулканов. Представьте, сколько энергии потребуется для реализации этих проектов. Особенно остро проблема энергии встанет в новых, необжитых местах, куда не подведены линии электропередач. Не забывайте, примерно 30% энергии мы теряем при передаче. Возникает вопрос: сможем ли мы пройти большой климатический цикл при сохранении существующих способов энергогенерации? Необходимо учесть, что строительство новых городов будет происходить на фоне усиливающихся катаклизмов, разрушающих научные и производственные мощности. Другими словами, у нас должен быть большой запас прочности с точки зрения энергии. Даже сейчас, когда климат еще не вошел в свою разрушительную фазу, мы существуем в условиях постоянного дефицита энергии и вынуждены платить за нее. По факту, мы вынуждены платить за возможность существования. Инструментами этой экономической удавки служат углеводороды, атомная и гидроэнергетика. В ближайшие годы нам потребуется ее намного больше, чем производится сейчас. В условиях, когда катаклизмы с каждым днем набирают силу, следует предпринять первоочередные меры, необходимые для спасения человечества. Необходимо переселить миллиарды людей из зон разломов тектонических плит и других опасных для жизни территорий. Для переселения должны быть построены новые города в более безопасных местах. Стоимость строительства защищенного города на 9 миллионов человек можно оценить на примере проекта арабского города Лимии. Стоимость такого города составляет примерно $1 триллион. Одними из первых, кому придется столкнуться с необходимостью переселения населения, будут страны Аравийского полуострова, затем Китай. Чтобы переселить 100 миллионов человек, необходимо 11 таких городов. Это $11 триллионов. Но переселять нужно не 100, а гораздо больше миллион. Для развертывания проектов такого масштаба в новых местах потребуется огромное количество энергии.
Необходимо наладить масштабное производство продуктов питания и выстроить новые цепочки снабжения для построенных городов в условиях стремительного сокращения площади пахотных земель. Чтобы производить продукты питания в неблагоприятных климатических условиях, необходимо массовое строительство вертикальных ферм. Основной ресурс, потребляемый вертикальной фермой – электроэнергия. Необходимо организовать массовое производство и размещение по всему миру установок конденсации питьевой воды из атмосферы для восстановления теплоотводящих функций океана. Каждая установка генерации воды из воздуха потребляет большое количество электроэнергии. Этих установок нам потребуются миллиарды. Чтобы восстановить экосистемы планеты, необходимо перевести все водопотребление человечества, включая промышленность и сельское хозяйство, на установки генерации воды из воздуха. Одновременно с переселением населения из опасных районов необходимо провести дегазацию супервулканов. Дегазация позволяет законсервировать вулкан на многие годы. Необходимо разгрузить тектонические плиты для предотвращения разрушительных землетрясений. Технологии дегазации и разгрузки разработаны. Но в существующем формате общества их применение невозможно, поскольку они затрагивают всю поверхность планеты, то есть все страны. Главная проблема современности – излучение неизвестной природы. Это излучение исходит из глубин космоса и активно разогревает ядра планет Солнечной системы, в том числе и Земли. Это излучение не регистрируется современными приборами. Если мы хотим сохранить себя и планету, нам необходимо в ближайшие годы изучить это излучение и создать технологию защиты от него. Все названные мероприятия абсолютно необходимы для сохранения жизни на планете Земля во время прохождения пика большого климатического цикла. Реализация этих мероприятий невозможна в рамках существующей экономической модели. Если мы хотим выжить, необходимо объединение человечества. Перед нами действительно стоят грандиозные задачи. Для их решения потребуется кратный рост производства энергии по сравнению с текущим моментом. Как мы получим этот рост? Очевидно, не с помощью этого. Как же тогда? Справедливый вопрос. Чтобы ответить на него, мы и задумали этот фильм. Возможно, сами технологии стабилизации климата могли вызвать у многих из вас улыбку. Как можно повлиять на континентальные плиты или вулкан? Давайте немного отойдем от главной темы нашего фильма и коротко поговорим об этих технологиях. Это пригодится. Уже сегодня у нас есть знания и возможность предотвращать катастрофические извержения супервулканов, которые способны привести к гибели всего человечества. Извержение вулкана происходит в результате подъема магмы и повышения давления в канале вулкана. Достигнув поверхности, магма вытекает. Во время извержения вулкана происходит излияние только части накопленной магмы, а остальная часть подвергается естественному процессу компенсации в виде целой серии стабилизирующих землетрясений различной магнитуды, что в дальнейшем удерживает магму от выхода. Однако такой механизм естественной компенсации неприменим в случае супервулканов. В случае мощного извержения супервулкана земная кора не может его сдерживать посредством движения литосферных плит. Вместо этого плита плавится и разрушается. После расплавления плиты магма под огромным давлением начинает вытекать прямо из магматической камеры. Ситуация осложняется тем, что кальдеры супервулканов связаны между собой гигантскими реками магмы, проходящими под ними. Магма в этих потоках находится под огромным давлением. Они постоянно циркулируют. Раскаленная река магмы омывает материковые плиты.
Она постоянно размывает проходы для себя вверх. Когда магма из огромной магматической камеры под супервулканом поднимается и прожигает тектоническую плиту, это становится признаком скорого извержения. Чтобы предотвратить катастрофу, необходимо произвести дегазацию, сбросить давление в камере. Чтобы сбросить давление в магматической камере, необходимо пробурить отверстие и выпустить избыток магмы наружу. Но если это сделать в той же самой кальдере, то вместо стабилизации мы активируем этот супервулкан. Избыточное давление разорвет новый канал и запустит извержение. Результат такой дегазации будет фатальным для планеты и всего живого на ней. Поэтому бурить нужно в другом месте. Это место можно найти при помощи спутников и тепловизоров. В этом месте нам придется выпустить на поверхность много лавы. В результате пузыри, которые образуются под супервулканами, сбрасываются, давление в них падает. А остывшая магма, как пробка, запечатывает лавовые протоки вулкана на многие тысячи лет. Чтобы уменьшить сильное землетрясение, необходимо, во-первых, прежде всего понять, где оно случится, а во-вторых, произвести манипуляции с земной корой. И если со вторым вопросом все более или менее понятно, так как различные способы воздействия на земную кору науке известны с 70-х годов прошлого века, то с первой частью задачи ученые еще не научились справляться, хотя многие институты работают над этим вопросом. Проблема в том, что для успешного предотвращения землетрясения необходимо знать о предстоящей катастрофе за полгода или самое позднее за 3 месяца. Ученые из Института ядерной физики Польской академии наук обнаружили, что сильным землетрясениям предшествуют странные колебания фона космических лучей. Ученые использовали данные проекта КРЕДО – обсерватории экстремально распределенных космических лучей, созданной в 2016 году. Он собирает данные о космических лучах не только со сложных научных приборов, но и с многочисленных мобильных телефонов, владельцы которых участвуют в проекте. А также проанализировали данные об интенсивности космических лучей с 2 датчиков из глобальной сети стандартизированных нейтронных мониторов NMDB в Троицке и Финляндии и обсерватории Пьера Аже в Аргентине, так как они расположены по разные стороны экватора и используют разные методы записи. И выявили четкую взаимосвязь между интенсивностью вторичной космической радиации и частотой землетрясений магнитудой выше 4. Аномалии космических лучей наблюдались примерно за 15 дней до проявления сейсмической активности. Идея о связи между землетрясениями и космическим излучением от Солнца и глубокого космоса имеет вполне логическое физическое обоснование. Вихревые токи, возникающие в расплавленном ядре Земли, создают магнитное поле, которое окружает нашу планету. Это поле отражает заряженные частицы космических лучей, направляющиеся к Земле. Следовательно, если мощные землетрясения связаны с движением вещества в ядре, то изменения в этом движении должны влиять на магнитное поле, а затем и на количество космических частиц, достигающих Земли. Следовательно, аномалии в поведении космических лучей – это вторичный признак. Первичный признак – это связанные с токами во внешнем ядре ядерные реакции, которые происходят в мантии нашей планеты. Любые ядерные реакции связаны с выделением большого количества эндогенного нейтрино, которое и будет являться первичным признаком землетрясения, доступным сегодня для наблюдения. Мощные потоки эндогенного нейтрино образуются в местах наивысшего сопряжения литосферных плит примерно за месяц, в том месте, где произойдет стихийное бедствие. Поток выходящего из Земли нейтрино взаимодействует над местом будущего землетрясения с электромагнитным полем Земли и разрушает его силовые линии, превращая это поле в решето. Дыры в электромагнитном поле создают условия, благодаря которым космическое излучение начинает проникать до самой Земли. Это было доказано польскими учеными. Как же обнаружить потоки эндогенного нейтрино? Уже сейчас некоторые исследовательские группы используют для этого портативные детекторы.
Также можно для этих целей использовать нейтрино Power Cube, бестопливный генератор, использующий графен для перевода кинетической энергии частиц в электрическую. Увеличение его мощности будет говорить об увеличении потока частиц. То есть, такие БТГ могут служить датчиками эндогенного нейтрино. Если их разместить по всему земному шару, то можно в режиме онлайн получать информацию о том, где и когда будет землетрясение. Чтобы его предотвратить, нужно будет снять напряжение в тектонических плитах. Делается это с помощью управляемого взрыва на большой глубине. Такой взрыв разрыхлит плиты настолько, что напряжение в них спадет. В итоге, вместо одного сильного землетрясения магнитудой 7-8, после разгрузки мы получим несколько слабых, магнитудой 2-2,5. При таком землетрясении уцелеют все здания, а люди его даже не заметят. Итак, две технологии предотвращения катаклизмов мы уже знаем. Теперь третья, возможно, главная технология стабилизации, которая позволит вернуть к жизни главный кондиционер нашей планеты — океан. И убрать самый главный парниковый газ из атмосферы — водяной пар. Именно эта технология потребует огромного количества электроэнергии в каждой точке планеты. Почему? Мы должны будем полностью прекратить забор воды из естественных водоемов и перейти на воду, которую будем конденсировать из атмосферы. Для этого нужно электричество и еще раз электричество. Температура океана в последние годы аномально повышается. Из-за внешнего воздействия нагревается ядро планеты, но его тепло не уходит в космос, как это было в предыдущие климатические циклы. Сейчас вся толща океанских вод пронизана микро- и нанопластиком. Это пластиковое одеяло препятствует отводу тепла от недр планеты в космос. Как следствие этого, повышение температуры и влажности атмосферы. В теплой и влажной атмосфере образуется больше торнадо, тайфунов и других экстремальных погодных явлений. Пока не создана технология защиты от внешнего воздействия, нагрев океана и все последствия этого нагрева будут стремительно усиливаться. Необходимо в кратчайшие сроки убрать из вод Мирового океана микро- и нанопластик. Это восстановит экосистему планеты, и тепло начнет беспрепятственно уходить в космос. Но как это сделать? Отфильтровать океан? В процессе усиленного испарения влаги, вызванного нагревом ядра планеты, микропластик и другие загрязнители поднимаются в атмосферу. И если мы перестанем забирать воду из рек, озер, артезианских скважин, а все потребление переведем на конденсацию из воздуха, это усилит процесс испарения, так как атмосфера будет постоянно подсушиваться. А значит, все больше и больше пластика будет уходить вместе с водяными парами в воздух и далее попадать в установки конденсации. В установках конденсации вода будет фильтроваться и поступать обратно в Мировой океан, уже очищенной от нерастворимых примесей. Таким образом, конденсаторы влаги станут искусственным фильтром в планетарном круговороте воды. За несколько лет активного использования такой технологии океан очистится и снова сможет охлаждать ядро. Атмосфера охладится и станет менее влажной. Следовательно, уменьшится сила ураганов и штормов, сократится количество экстремальных осадков, снизится количество и разрушительная мощь землетрясений и вулканов. Это сохранит миллионы человеческих жизней и позволит избежать многомиллиардного ущерба. Основным условием работы такого механизма должен стать полный переход сельского хозяйства, промышленности и всего населения на использование установок конденсации атмосферной влаги. Для реализации этой грандиозной задачи необходимо произвести установки в нужном количестве
и обеспечить их энергией. Справится ли существующая энергетика с такой задачей? Давайте посчитаем. Среднее количество воды, потребляемой одним человеком в сутки, составляет около 200 литров. Для производства 1 литра воды атмосферный генератор потребляет около 0,2 киловатт-часа. Это значит, для выработки воды для 8 миллиардов человек необходимо 304 миллиарда киловатт-часов энергии в сутки для бытового потребления, а это всего 8% от общего объема потребляемой воды. Чтобы обеспечить потребности человечества в воде на 100%, понадобится 3 триллиона 800 миллиардов киловатт-часов энергии в сутки. Для сравнения, потребление электричества Соединенными Штатами Америки за весь 2022 год составило 4 триллиона 82 миллиарда киловатт-часов. Значит, нам нужно увеличить производство энергии минимум в 300 раз в ближайшие годы. Но мы не успеем построить столько атомных станций. Неужели придется обеспечивать этот рост углеводородными источниками? Если поступить так, то вместо спасения мы окончательно добьем нашу планету. Миллионы тонн воды, которые испаряются в атмосферу из перегретого океана, начинают выпадать в огромном количестве. Но осадки выпадают избирательно, как правило, в густонаселенных местах. Вы можете спросить, почему происходит именно так? Кто желает смыть нас с лица Земли? Ответ прост. Мы сами. Это мы окутали весь мир проводами. У нас появилось огромное количество источников электромагнитного излучения. А где его больше всего? В городах. Поэтому влага больше выпадает там, где живут люди. Это, к сожалению, будет происходить и будет нарастать. Мы уже никуда от этого не денемся. Многие могут предложить обеспечить энергией атмосферные генераторы воды средствами так называемой зеленой энергетики. Давайте разберемся, насколько она эффективна сейчас и может быть эффективна в период катаклизмов. Сегодня уже ни для кого не секрет, что зеленая повестка, так привлекательно начавшаяся 20 лет назад, эти же солнечные панели, ветряные турбины, терпят полное фиаско. Сегодня происходит обратный процесс – крах доверия к так называемым возобновляемым источникам энергии. Энергия ветра и солнца слишком нестабильна, чтобы удовлетворить энергетические потребности многих государств Европы и не только. Уже сейчас остро стоит проблема модернизации быстро стареющего оборудования. Старые ветряки невыгодно обслуживать и дорого демонтировать с целью утилизации, причем сама возможность их утилизации находится под большим вопросом. То же самое происходит и с солнечными панелями. Не говоря о том, что стремительно происходят климатические изменения в виде града, сильного ветра и других катаклизмов, которые их просто банально разрушают. Скрывать тот факт, что зеленая энергетика – многомиллиардная мировая афера, уже практически невозможно. И что теперь будем делать? Возвращаться к ископаемому топливу? Вкладывать в добычу и разработку новых месторождений угля и нефти? Для восстановления океана потребуется миллиарды электрических установок конденсации влаги. Где взять для них энергию? Как обеспечить новые города энергией, если катаклизмы будут разрушать электросети, ветряки и солнечные батареи? Постройка атомной электростанции занимает минимум 5 лет, не считая проектирования и согласований. Мы просто не успеем. Зеленая энергетика не поможет. Она первой пострадает от стихии. Ни одна страна не справится с этим комплексом задач в одиночку. Очевидно, что Земля должна стать единым домом для всего человечества. Для реализации необходимых мер нужно убрать барьеры между странами и людьми, создать единую плановую экономику, научную службу и службу спасения.
И самое главное, нам нужна неограниченная энергия в любом месте планеты, без проводов. Те из вас, кто знаком с физикой и первый раз коснулся вопроса неограниченных источников энергии, могут возразить, что подобное невозможно. Вечный двигатель невозможен. Он нарушает второе начало термодинамики для замкнутых систем, согласно которому энтропия возрастает. Вы правы. Действительно, вечный двигатель невозможен, ибо нет ничего вечного в этом временном мире. Все рано или поздно заканчивается, в том числе и сама Вселенная. Но двигатели, не требующие внешнего подвода энергии, существуют. Они существуют давно. Скажем так, они существовали всегда, при этом не нарушая законов физики. Второе начало термодинамики справедливо для замкнутых систем. Но что такое наша Вселенная? Чем заполнено пустое пространство? Существует ли вообще пустота, в которой нет ничего? Двигатели, которые работают без подвода энергии, как раз используют свойства пространства, которое составляет единое целое во всей Вселенной. Поэтому нарушений не происходит. Система не замкнута. Вопрос состоит лишь в том, каким способом возбудить это пространство, чтобы оно начало отдавать энергию, и как ее потом снять. Именно по этому признаку и отличаются различные типы бестопливных генераторов, или БТГ. Христианская община Меттернита, которая находится в местечке Линден, Швейцария, еще с 1980-х годов самостоятельно вырабатывает необходимое ей бесплатное электричество. Помогают в этом устройство Т-статика, конструкции Пауля Баумана, генерирующие электричество для обитателей поселения. Общая мощность установок 740 кВт. С первого взгляда устройство представляет собой усовершенствованную версию хорошо известной электрофорной машины. В конструкции также находятся постоянные подковообразные магниты, конденсаторы и специальные диодные модули. Эффективность работы Т-статики зависит от материала и размера дисков. Чем больше размер дисков и скорость их вращения, тем больше вырабатывается энергии. Работу этой установки подробно изучил гениальный физик болгарского происхождения Стефан Маринов, основатель и директор Института фундаментальной физики в австрийском городе Грац, основатель и издатель журнала Deutsche Physik. Вот что он пишет в открытом письме президенту Германии, Deutsche Physik номер 7. В марте 1989 года я протестировал две машины Т-статика. Вне всякого сомнения, Т-статика является вечным двигателем, который, кроме того, обеспечивает большим количеством, по сравнению со своими размерами и весом, бесплатной энергии. Я посвятил этой машине 5-й том моей серии «Тернистый путь истины». Во время большого духовного возрождения в Советском Союзе сообщество поддержало мое предложение показать машину моему другу, академику Сахарову, а затем показать во время его выступления по московскому телевидению. Однако Сахаров погиб во время организации этой акции. Далее, в своем письме президенту, Маринов в 10 пунктах показывает ложность постулатов современной физики и требует снять все обвинения с компании Бека Крафт, которая занималась производством БТГ по проекту Маринова, и провести открытый судебный процесс, на котором он выступит как адвокат. С помощью этой мошеннической науки компании исследовательские институты и университеты высасывают миллиарды марок из карманов немецких налогоплательщиков, даже не спрашивая их, согласны ли они. На процессе я обвиню всех этих гигантских мошенников
требуя для них самого сурового наказания за их преступления, поскольку своими источниками энергии они разрушают весь мир. В случае отказа удовлетворить его требования, Маринов обещает предать себя огню на ступенях прокуратуры Кёльна. Стефан Маринов построил небольшую модель тест-статики и готовился раскрыть миру принцип ее действия и выпускать собственный двигатель Венетинколиу с помощью компании Бека Крафт. Но свои исследования он завершить не успел. 15 июля 1997 года профессор Маринов трагически погиб. По одной из версий, его выбросили из окна университетской библиотеки неизвестные лица. Кавитация – физический процесс, благодаря которому в жидких средах образуются пузырьки с водяным паром, которые в дальнейшем схлопываются и высвобождают большое количество тепловой энергии. Устройства, использующие принцип кавитации для получения энергии, называются кавитационными теплогенераторами. Основным компонентом генераторов такого типа является кавитатор. Схлопывание пузырьков возникает в кавитаторе в результате частичного понижения давления, связанного с большой скоростью вращения воды, как, например, за винтом судна или при раскрутке центробежным насосом. Под воздействием переменного давления жидкости на определенные зоны лопастей пузырьки схлопываются. Происходит большое количество небольших гидравлических ударов или микровзрывов, что сопровождается шумом, выделением энергии и повышением температуры сжатого в них газа до 1000 градусов по Цельсию. При контакте с пузырьками металл винтов получает микроскопические повреждения. Со временем на поверхностях лопастей и других частей винта судна или турбины происходит разрушение структуры металла, появляются глубокие каверны и даже сквозные отверстия. Примечательно, что количество энергии, которое выделяется в этом процессе, не объясняется только механическим воздействием. В ходе экспериментов, которые проводил Александр Шишкин вокруг кавитационных генераторов, было обнаружено излучение неизвестной природы. Такое излучение было названо странным. Его обнаруживали в разных по конструкции установках и на разных материалах. Общим моментом этих экспериментов было плазмообразование, возникающее вследствие концентрирования энергии в микроскопическом объеме. Александр Шишкин родился в городе Луза, Кировской области 9 ноября 1948 года. Окончил МИФИ. С марта 1972 года работал в отделе радиационной безопасности и радиационного контроля Объединенного института ядерных исследований. Занимал должности инженера, старшего инженера, начальника группы радиационного контроля на ускорителях, начальника смены фазотрона лаборатории ядерных проблем. В 1984 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Система автоматизированного контроля фазотрона Объединенного института ядерных исследований». Участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Автор 49 научных публикаций и 15 изобретений. С начала 2002 года на собственные средства ведет научные исследования по теме «Характеристики нового типа проникающего излучения», детектирование его характеристик и разработка способов защиты от него. Но эта история началась в 2002 году, в 2003 году, когда я начал создавать гидродинамическую машину для синтеза метанола. При включении вот этого аппарата в марте 2004 года, значит, я обнаружил, что около этого аппарата, вот этот аппарат, стоять было довольно трудно. То есть дискомфорт образовался, причем очень сильный. А так как по образованию я инженер-физик и занимался дозиметрией ионизирующего излучения, я решил проверить это явление. И поставил около этого аппарата
рентгеновские пленки. Две рентгеновские пленки я установил с фасада и с задней стороны, а одну рентгеновскую пленку, пакет вернее, я установил вот здесь в торце. И когда я проявил рентгеновскую пленку, то я удивился. На рентгеновской пленке я обнаружил рентгеновское излучение. Этого не должно было быть, потому что это нельзя было объяснить. Пусть даже в кавитаторе происходили какие-то процессы, которые приводили, например, к выделению большой энергии. Но как рентгеновское излучение проникает через металл, 20 миллиметров металла, это было, в принципе, необъяснимо. А рентгеновское излучение излучалось как будто с двух кромок, маленькая лампочка, энергосберегающая, там 8-10 ватт в час потребляет лампочка. Здесь одна структура имеет всего лишь в миллион раз, грубо говоря, меньше энергию, чем потребляет лампочка. Но количество этих структур, которые окружают нас, был такой физик Кен Шолдерс, американский. Он в 93-м году, 95-м году опубликовал свои изобретения и свои открытия. И он говорил о том, что, он открыл некие энергетические солитоны. То есть, по сути говоря, именно эти солитоны. И их количество в кубическом сантиметре окружающего пространства может, если их преобразовать в энергию, может дать энергии как 10 литров бензина. 1 кубический сантиметр. Чтобы вам представить. И вокруг нас, то есть мы живем в море этой энергии. Появление рентгеновского излучения в момент схлопывания пузырьков в жидкости – это еще не все тайны самых обычных жидкостей, с которыми мы контактируем ежедневно. В 1940-х годах Виктор Шаубергер обнаружил другое удивительное свойство воды. Установка Шаубергера представляет собой систему из вакуумного насоса, пускового насоса и небольшой турбины. Ротор турбины раскручивается электромотором. Затем происходит удивительное явление. Вода в системе выходит на режим самовращения и дальше циркулирует самостоятельно. Мотор больше не нужен. Теперь его можно использовать в качестве генератора электроэнергии. Как Шаубергеру удалось заставить воду перейти в режим автономной циркуляции без подпитки энергии извне? Оказалось, если жидкость вращается особым образом, она прижимается к спиральным металлическим стенкам. За счет этого возникает пристенный слой. Под воздействием скорости и давления в пристенном слое происходят удивительные процессы, вплоть до распада элементарных частиц. В своем письме, которое было опубликовано уже после смерти Шаубергера в 1993 году в специальном выпуске журнала Mensch und Technik, он описал свое изобретение так: «И я наткнулся на нечто, что, возможно, изменит всю технологию и коммерцию с самых основ». 22 января 1936 года я получил патент номер 145-141 на аэротурбину или дышащую машину. Принцип работы этой вакуумной турбины заключается в том, что в капиллярной трубке и трубке с двойной спиралью, куда встроены электромагниты, создается искусственная гроза или электрический разряд высокого напряжения. Они преобразуют воздушные субстанции в электрическую энергию. Эти разряды направляются в боковые стенки и затем через диффузию уводятся вниз в виде тепла. За счет превращения газообразных веществ в энергию образуется самоусиливающийся процесс, при котором создается дополнительная восходящая сила или энергия физического вакуума, а за счет повторяющегося развития градиента тепла в нисходящем направлении образуется мощный восходящий поток воздуха, который через несколько минут усиливается до циклонической силы. Это открывает путь к созданию бесшумных самолетов, не требующих расхода топлива.
Теплогенератор Юрия Потапова очень похож на вихревую трубу Жоржа Ранке, изобретенную французским инженером еще в конце 20-х годов XX века. Эта труба используется для разделения газа на горячий и холодный поток. Газ, выходящий из горячего конца, может достигать температуры 200 градусов Цельсия, а газ, выходящий из холодного конца, может охлаждаться до минус 50 градусов Цельсия. Более полувека никому в голову не приходило подать в вихревую трубу вместо газа воду. Когда это сделали, то оказалось, что вода в вихревой трубе разделилась также на два потока, имеющих разные температуры, на горячий и теплый. Измерения показали, что тепловой энергии такое устройство вырабатывает больше, чем потребляет двигатель насоса, подающего воду в вихревую трубу. Это свойство было заложено в основу теплогенератора Потапова «Юсмар». Основным элементом установки является вихревая трубка Жоржа Ранке. Когда через трубку прокачивается под давлением жидкость, в ней формируется вихревой поток и возникает кавитация. Кавитация нагревает воду. Эффект достигнут, вода нагрета, но на выходе из теплогенератора у воды остается остаточная энергия движения. Если этот поток направить в турбину, подключенную к генератору, то мы получим бонусом совершенно бесплатную электроэнергию. Именно так и сделано в установке Потапова. В итоге установка вырабатывает одновременно тепловую и электрическую энергию. В 2009 году итальянский инженер Андреа Росси вместе с физиком Серджио Факкарди подали заявку на изобретение аппарата для низкоэнергетической ядерной реакции. Реальное устройство, производящее тепло мощностью 12,5 кВт, впервые было продемонстрировано Росси и Факкарди 15 января 2011 года. Топливом этого реактора служили никель и водород. Росси продемонстрировал реактор, который на протяжении 5,5 часов выдавал мощность 470 кВт в самоподдерживающемся режиме. Первая установка состояла из 300 модулей, размещенных в грузовом контейнере. Для ее работы были нужны баллоны с водородом и много воды. За 2 года Росси произвел революцию в конструкции своей установки. После 2014 года она существенно упростилась. Теперь этот реактор, по сути, просто запечатанная жаростойким цементом керамическая трубочка, в которой находится порошок никеля с добавкой алюмогидрида лития. Для начала трубочку необходимо нагреть до температуры 1200-1400 градусов Цельсия. После этого запускается самоподдерживающаяся реакция. Измерения показали, что выделение тепла реактором намного больше потребленной им электроэнергии для нагрева. За первые 10 суток работы реактора эта добавка составила 1650 Вт. Работа реактора контролировалась Международной комиссией ученых. Отчет об испытании теплогенератора Росси в Лугано был опубликован в 2014 году. У многих специалистов он вызвал недоверие и много вопросов. В числе их была группа российских ученых под руководством Александра Пархомова. По намекам, разбросанным в отчете Росси, им удалось повторить результаты. Уже в декабре 2014 года на сайте ECAT World была опубликована статья о независимом воспроизведении реактора Росси в России. В этой же статье содержится ссылка на доклад «Исследование аналога высокотемпературного теплогенератора Росси» физика Пархомова Александра Георгиевича. Этот доклад подготовлен для всероссийского семинара «Холодный ядерный синтез и шаровая молния». Главным ноу-хау, которым поделилась группа Пархомова в своем докладе, это информация о том, что трубочка реактора обязательно должна быть керамической. С любыми другими материалами установка не работала. С той поры ученым по всему миру удалось более 10 раз повторить эти результаты.
Способность постоянных магнитов совершать полезную внешнюю работу, например, поднимать металлические предметы, была известна уже несколько веков назад. Эта способность магнитов совершать работу, не расходуя своих силовых свойств, с давних пор привлекала массу энтузиастов, пытавшихся использовать магнитную энергию. Основной принцип действия таких установок – манипуляция с вращающимся или статичным магнитным полем. Это направление развивалось с прошлого века, когда бельгийский изобретатель Зеноб Грамм заложил основу для современных генераторов, таких как устройства Джона Сёрла и Рощина Година. В 1870 году изобретатель Зеноб Грамм совершил настоящий прорыв. Он создал новый тип генератора, который впервые в истории позволял генерировать постоянный ток в промышленных масштабах. Его устройство, в котором стальное кольцо с тороидальной обмоткой вращалось между полюсами неподвижного электромагнита, было не просто машиной, вырабатывающей ток. Оно открыло двери в мир, где электроэнергии производилось больше, чем тратилось на механическую работу. Этот генератор стал прототипом для многих современных устройств БТГ. В 1994 году российский инженер Александр Фролов модернизировал генератор Грамма, разместив в центре конструкции вращающуюся первичную катушку, создающую переменное магнитное поле, а на закрепленном кольцевом сердечнике намотал две вторичные катушки, расположенные диаметрально напротив друг друга. В 1996 году о результатах этих экспериментов Александр Фролов доложил на конференции «Новые идеи в естественных науках». С 1994 года он ищет инвесторов для внедрения своей установки. В августе 1999 года группе Стефана Харпмана из Германии удалось повторить схему установки Фролова и получить более 1200 ваттов нагрузки при 140 ваттах на входе. Они подключили к генератору электродвигатель, который под нагрузкой потреблял 9,2 ампера при 117 вольтах. После проведения этих экспериментов Харпман заявил на своем сайте о нарушении закона Ленца. Имя Джона Сёрла известно всем, кто занимался созданием БТГ. Сёрл – непризнанный английский ученый с нелегкой судьбой. Если его открытия будут внедрены, то они могут совершить революцию не только в энергетике и транспорте, но в целом изменить ход развития человечества. Цель этого эксперимента – доказать, что если собрать материалы в нужном количестве и правильной последовательности, можно создать синтетическую силу, достаточно мощную, чтобы заставить другие объекты вращаться вокруг нее. Если заставить другой объект вращаться, где магнитное поле проходит через катушки, то можно генерировать электричество. Таким образом, это первичный двигатель, который заменяет ваш бензиновый или дизельный двигатель и все остальное. Он будет работать на переменном токе бесконечно, без износа и повреждений. Входной сигнал находится здесь. В данный момент мы хотим показать, что стержень вращается вокруг этой пластины. Это наша цель – продемонстрировать, что мы можем установить там катушки, и у вас будет электрический свет, и доказать, что вам не нужно покупать бензин или использовать электросеть для получения электричества. Это просто, чтобы убедить людей. Ученые ошибаются. Красота этого заключается в том, что это разнослойная структура. Если просто смешать все вместе, как кто-то может подумать, то такого результата не получится. Нужно делать все правильно. Именно так. Технология, необходимая для правильной работы, использует форму математики, которую называют закон квадратов. Это комбинация строки чисел, как здесь показано, которая может быть вертикальной, горизонтальной или диагональной. Каждое число обозначает количество материала. Материал должен быть организован таким образом, чтобы обеспечить поток электронов от хранилища к внешнему краю. Если бы я мог реализовать свою мечту, то цель была бы в том, чтобы распространить эту технологию, чтобы помочь людям в опасности и спасти их жизни. У нас есть скорость, у нас есть энергия, чтобы это сделать.
Факт в том, что во время землетрясения помощь доходит до пострадавших мест очень долго, а стоимость очень высока. И, как правило, у вас нет необходимых мощных инструментов для работы. А это занимает время. А с диском, со всеми инструментами, у вас сразу же есть все необходимое. Вы спасаете жизни. Опять же, в случае ожогов, когда человек испытывает сильную боль, если бы в машине скорой помощи был установлен этот двигатель, она бы могла оказаться на месте за считанные минуты, чтобы облегчить боль. Одно это уже величайшее благо и скорейшее начало процессов выздоровления. Джон заставил людей смотреть в небо и получил возможность построить установку, которая с детства являлась ему во сне. Он говорит, что все в природе построено на строжайших закономерностях, но мы их не видим. Мы не можем их увидеть, потому что получили стандартное образование, из-за чего просто ослепли. Заполнив свое сознание стереотипами, мы утратили способность удивляться, искать непредвзято, перестали видеть. Мы воспринимаем реальность не такой, какая она есть, а такой, какой нас научили ее воспринимать. Эксперименты Сёрла повторили в России, США и на Тайване. В 1999 году в России была зарегистрирована заявка на патент «Устройство для выработки механической энергии». Владимир Рощин и Сергей Годин повторили генератор Сёрла и экспериментально его исследовали. Динамо-эффект планеты Земля рассматривался в разное время многими исследователями, и его связывали с циркуляцией неоднородных по составу, температуре и вязкости масс в мантии Земли. В результате изучения внутреннего устройства нашей планеты было выделено несколько различных слоев. Они вращаются относительно друг друга, что приводит к динамо-эффекту в масштабах планеты. Кроме того, внутри Земли при высоком давлении и температуре постоянно происходят процессы, подобные кавитации, а также различные ядерные реакции, в результате которых образуются новые вещества. Внутреннее устройство нашей планеты изучено недостаточно хорошо. Особенно загадочным остается строение внутреннего ядра Земли. Как считают некоторые исследователи, оно подобно нейтронной звезде. В процессе вращения слоев возникают центробежные, магнитные, гравитационные силы. Но прежде всего это неоднородности и градиенты. Исследователь Валерий Эткин обратил внимание, что во всех устройствах с КПД выше единицы в качестве источника энергии и рабочего тела применяются пространственно неоднородные среды, в которых имеются градиенты. Такими источниками помимо силовых полей могут служить поляризованные или намагниченные тела, полупроводниковые или напряженные материалы, ионизированные газы. Дополнительная энергия, которая сейчас выходит из нашей планеты, и проявление которой мы видим в усилении сейсмической и вулканической активности, носит хаотический, разрушительный характер. Чтобы взять эту энергию под контроль, необходимо изучить принципы работы БТГ «Земля». Ученые пока до конца не понимают, как образуется планетарное электричество. Но мы можем наблюдать, изучать и использовать энергию, которую вырабатывает БТГ «Земля», например, атмосферное электричество. Воздух – это хороший диэлектрик, однако благодаря космическим лучам и другим ионизаторам он хоть и очень слабо, но проводит ток. В результате через атмосферу непрерывно протекает ток утечки огромного конденсатора, образованного ионосферой и поверхностью планеты, который переносит к Земле положительный заряд. Сама плотность электрического тока в воздухе равна всего нескольким микроамперам на квадратный метр. Но ведь на Земле очень много таких квадратных метров. Весь электрический ток, достигающий земной поверхности, равен примерно 1800 ампер. Этот ток, конечно, положителен, он переносит к Земле положительный заряд. Так что получается ток в 1800 ампер при напряжении 400 тысяч вольт. Мощность 700 мегаватт.
Но чтобы воспользоваться энергией этого гигантского генератора, нужно каким-то образом подключить к нему потребителя энергии. 20-30-е годы предыдущего столетия были богаты на такие идеи. Герман Плоусон основывался на идее Николы Тесла о соединении машин с колесами природы. Плоусон в ходе своего опыта поднял воздушный шар на 274 метра и смог с него снять порядка 400 вольт напряжения при токе 1,8 ампер. Воздушный шар был изготовлен из тонких алюминиевых листов, утыканных снаружи иголками. Они служили для зажигания коронного разряда, который ионизировал воздух вокруг. В результате проводимость воздуха многократно возрастала, что давало возможность использовать окружающую атмосферу в качестве источника электричества. Как отмечал Плоусон, 100 подобных шаров должны генерировать порядка 70 кВт летом и до 280 кВт зимой. В дальнейшем он продолжил свои эксперименты, и также он построил в Альпах между двумя вершинами более мощный вариант своего коллектора атмосферной энергии и получил на него патент. Суть этой технологии он изложил в книге «Получение и применение атмосферного электричества», увидевшей свет в 1920 году. Книга есть в свободном доступе. Зная о роковых стечениях обстоятельств, которые постигли предыдущих исследователей, современные создатели установок БТГ предпочитают оставаться инкогнито. Именно так и поступил продолжатель дела Плоусона, основатель ресурса Лазар Сабер. Он провел эксперимент, в ходе которого с использованием дрона гексакоптера он поднял конец тонкого электрического провода на высоту порядка 30 метров. При этом второй конец провода был подсоединен к электростатическому двигателю, часть коронирующих электродов которого была заземлена. Этого оказалось достаточно, чтобы привести двигатель в движение. Важной особенностью таких двигателей является то, что с увеличением габаритов ротора резко возрастает его КПД. Статическое электричество в авиации со времен ее создания являлось большой проблемой. Из-за трения о воздух самолет в полете набирает заряд от 200 до 300 микрокулон, а это значит, что его потенциал возрастает до 200-300 киловольт. Но вместо того, чтобы использовать эту энергию, сегодня ее пытаются всеми доступными способами нейтрализовать. Еще в 1927 году Никола Тесла предлагал использовать статическое электричество для полетов. В статье «Мировая система беспроводной передачи энергии» он пишет: «Важнейшее применение беспроводная энергия найдет, несомненно, в запуске летательных аппаратов, энергоснабжение которых можно легко осуществлять без соединения на корпус, так как, несмотря на то, что токи в своем движении притягиваются к Земле, электромагнитное поле создается в окружающей ее атмосфере. Если аэроплан имеет проводники или контуры, точно настроенные и должным образом расположенные, энергия будет отобрана этими контурами, как это произошло бы с жидкостью, стекающей в проделанное в контейнере отверстие. Не потребуется никакого топлива, так как используется легкий электродвигатель с большим числом оборотов. Современные композитные многослойные материалы позволят превратить обшивку самолета или космического корабля, пересекающего потоки заряженных частиц с высокой скоростью, в стабильный источник энергии высокой мощности. Таким образом, расход топлива будет необходим только для набора скорости. Дальше корпус, сборщик статики, выдаст необходимую энергию для электродвигателей. БТГ, использующие энергию частиц непрерывным потоком летящих на Землю из космоса, сегодня начинает обретать зримые очертания в виде готовых к эксплуатации установок. А если такой БТГ будет двигаться с высокой скоростью? Очевидно, он соберет гораздо больше энергии. Возможно, именно этот тип БТГ используют пришельцы из других миров, посещающие нашу планету. Никто и никогда не видел их летящими среди звезд в открытом космосе. Зато имеется множество видео, на которых НЛО влетают на высокой скорости в портал. Возможно, здесь работает тот же принцип – возбуждение пространства во время разгона, сбор энергии частиц, затем открытие портала и прыжок через пространство к другой звезде. Подробно об этом рассказано в фильме из серии «Калейдоскоп фактов. Телепортация».
Мы привели примеры нескольких хорошо известных на сегодняшний день направлений создания сверхединичных устройств. Число самих устройств и патентов на их основе огромно. Ожидалось, что официальная наука исследует феномены, лежащие в основе их работы. Вместо этого мы видим уклонение от проверки таких устройств в академических институтах со ссылкой на постановление Академии наук Франции от 1775 года. Раз и навсегда не рассматривать такие проекты. Через 100 лет после этого исторического постановления наука забыла о нем и стала интенсивно изучать свойства мирового эфира. Возникла квантовая механика, которая допускала спонтанное появление частиц из вакуума. Все шло к тому, чтобы запрет французских академиков был снят окончательно. Но произошло обратное. В 20-е годы прошлого века исследования потенциального источника неограниченной энергии эфира были полностью свернуты. Ученые, занимавшиеся этой темой, оказались в изоляции. Их статьи перестали публиковать в журналах, а финансирование работ прекратилось. Были созданы комиссии для борьбы с лженаучными идеями. В результате сегодня мы оказались в парадоксальной ситуации. С одной стороны, накоплено множество фактов, которые противоречат принципу сохранения энергии. А с другой, существует негласный запрет на изучение этих феноменов. Но факты продолжают накапливаться. Мы подошли к кульминационной точке многовековой борьбы за истину. Либо сегодня человечество обретет источник неограниченной свободной энергии и станет цивилизацией, либо это сообщество неразумных землян погибнет в начавшихся катаклизмах. В процессе подготовки фильма мы обратили внимание на то, что информация о БТГ, которая была доступна еще несколько лет назад, стала исчезать. Сейчас в сети можно найти лишь отрывочную и часто искаженную информацию об изобретателях. Это создает почву для неверия людей в то, что такие источники энергии возможны. Все устройства такого рода называют генераторами свободной энергии, сверхединичными устройствами, генераторами избыточной мощности и предлагают при этом, что энергия, которую они производят, берется просто из ниоткуда. Но так ли это? Валерий Эткин, несмотря на свой почтенный возраст, 89 лет, продолжает удивлять своей живостью и остротой ума. С юности его интересовала энергетика. Он окончил Куйбышевский индустриальный институт, по специальности инженер-теплоэнергетик, и отработал 9 лет на тепловых электростанциях, получив ценный практический опыт. После защиты кандидатской диссертации по теоретическим основам теплотехники в Саратовском политехе, а затем и докторской, он становится профессором. Его ключевая работа «Энергодинамика» предложила синтез наук на основе термодинамической теории процессов переноса и преобразования энергии. Традиционная академическая наука восприняла энергодинамику сдержанно. В 2013 году он основал Негосударственный институт интегративных исследований, где ученые со всего мира работают над созданием единой концептуальной основы современного естествознания. Главная идея, которую развивает Валерий Эткин в своих работах – энергия в БТГ берется не из ниоткуда, а из окружающего пространства. Окружающее нас пространство есть источник неисчерпаемой энергии. Что же касается исследований по управляемому ядерному синтезу, термоядерному синтезу, то они ведутся в рамках международного проекта уже 50 лет. И термоядерное лобби каждый год тратит более миллиарда долларов, обещая создать хотя бы демонстрационный лабораторный реактор. Есть серьезное основание считать, что этот реактор будет производить столько же энергии,
сколько потребляет на собственные нужды. Огромная армия занятых в проекте специалистов и обслуживающего персонала всячески тормозит работы по созданию новых альтернативных способов получения электроэнергии. Как остроумно заметил по этому поводу Паули, цитирую, «живучесть идей определяется числом кормящихся ею». Ну, знаете, если послушать мнение покойных российских академиков Валерия Рубакова и Сергея Капицы, деятельность сторонников эфира сводится, цитирую, либо к обману, либо к заблуждению. Однако мне лично ближе позиция Петра Леонидовича Капицы, который сказал однажды: «Наука – это то, чего не может быть. А то, что может быть, это технический прогресс». Конвенциональная наука совпадает с естественным стремлением магнатов топливо-энергетического комплекса задержать появление новых средств энергоснабжения. Оба эти, и наука, и магнаты этого комплекса, относят такого рода устройства к разряду, в кавычках, вечных двигателей, чтобы заклеймить это направление, в связи с кажущимся противоречием их закону сохранения энергии. Поэтому вместо исследований мы наблюдаем отказ от публикации материалов на эту тему в научных журналах. Образование различных комиссий по борьбе с лженаукой, как это в России, и тому подобное. А также гонение на чересчур активных сторонников холодного ядерного синтеза. В том числе того же Гореева, который написал письмо в правительство. В этой связи представляется более важным показать ошибочность такой позиции официальной науки и непротиворечивость упомянутых устройств законам классической физики. Этой проблеме я посвятил монографию «Теоретические основы бестопливной энергетики». И в этой книге на основе энергодинамики доказывается возможность создания альтернаторов, использующих энергию окружающих нас силовых полей. Эта форма энергии принадлежит первичной форме материи, именуемой эфиром, скрытой массой, физическим, лучше сказать, космическим вакуумом и тому подобное. Она имеется повсеместно и в любое время, однако ее потребление не поддается учету. Подобно воздуху, которым мы дышим. Если бы он можно было учитывать, то у нас давно бы брали деньги за то, что мы дышим. Попытка создания вечных двигателей – благородное дело. И они будут найдены. Лед тронулся. Господа присяжные заседатели. Если мы оглянемся на период времени, прошедший со времени создания квантовой механики, то увидим, что, к сожалению, с тех пор никаких фундаментальных прорывов в понимании строения материи в официальной науке не произошло. Мы продолжаем топтаться на концепциях почти столетней давности. Возможно, именно в этом причина того, что работы по термоядерному синтезу со времени создания первого токамака в 1954 году не приблизили нас к промышленному получению энергии, несмотря на десятки миллиардов, вложенных в эти исследования по всему миру. Более того, наука до сих пор не дает вразумительного определения ни полю, ни энергии. Зато она ясно формулирует: энергия не берется из ниоткуда и никуда не девается. Там, где ничего нет, нет ничего.
И, конечно, никакой энергии. Но есть ли такие места во Вселенной, где действительно совсем ничего нет? В этом месте мы приходим к парадоксу. Сегодня наука пришла к тому, что масса Вселенной должна быть намного больше, чем масса видимых звезд. Разницу называют темной материей, невидимой современной физики и темной энергией. Может быть, эта темная материя и темная энергия существуют не где-то в далеком межзвездном пространстве, но повсюду. Просто мы пока не можем наблюдать эти факты с помощью современных приборов. Возможно, именно эту ненаблюдаемую пока материю и энергию используют устройства, примеры которых мы привели. Согласно новой физической теории, пространство не пустое. Пространство не является вакуумом как таковым. Оно представляет собой упорядоченную среду высокой плотности, состоящую из стационарных частичек По, которые формируют неподвижный каркас Вселенной. Образно, этот каркас можно представить в виде кристаллической решетки, которая заполняет все, независимо от того, присутствуют в каком-то месте материальные объекты или нет. Решетка – это основа Вселенной. Стационарные частицы По невидимы. Видимую материю образуют так называемые фантомные частички По, которые постоянно находятся в движении. Даже если объект пребывает в состоянии покоя, все элементарные частички, его составляющие, постоянно движутся. Также перемещаются в пространстве наша планета, Солнечная система, галактика. Поэтому материальные объекты постоянно перемещаются относительно стационарной решетки. При движении сквозь изосмическую решетку элементарные частицы, состоящие из фантомных По, часть своей энергии и информации отдают стационарным По или септонному полю. Именно в этой решетке содержится основное количество энергии Вселенной. Стационарные По постоянно проводят энергоинформационный обмен со всеми проходящими через изосмическую ячейку фантомными частицами. В результате этого обмена 10% энергии фантомное По отдает стационарной По. Подробно об устройстве Вселенной рассказано в фильме «Телепортация». А теперь, внимание! Главный принцип действия любого БТГ. Можно создать условия, в которых стационарные По будут отдавать энергию, а не забирать. Для того, чтобы ассоциативно представить и понять суть фантомной тягучести, представьте неподвижный каркас из стационарных частичек По. Этих ячеек многие тысячи на 1 микрон. И когда через них проходят фантомные частички какой-либо материи, то не все стационарные задействованы в процессе съема и перераспределения энергии и информации. Но если условия складываются таким образом, что есть очень большая плотность вещества, или скорость вращения, или сложный составной материал, то каждая ячейка септонного поля в области этого взаимодействия вынуждена работать. И в такой момент создаются условия, когда в каждой ячейке могут оказаться одновременно больше 2 фантомных частичек По. Стационарное По может снять одновременно энергию и информацию только с 2 фантомных частичек По. А если в ячейке их оказывается больше, то все остальные пролетают без потери энергии и информации. Такие комбинации выводят из равновесия каркас Вселенной в данной области, и он буквально начинает сходить с ума. Нарушается работа самой изосмической решетки, возбуждается собственное септонное поле стационарных По. И они начинают не поглощать энергию, а наоборот, отдавать.
Теперь должно быть понятно, что общего у всех приведенных нами в качестве примеров БТГ. Да, все эти методы решают одну задачу — возбуждают септонное поле стационарной ПО и снимают с нее энергию. Отличия состоят только в способах возбуждения стационарных ПО. Все описанные явления происходят на заквантовом уровне. Тем временем, пока вы досмотрели фильм до этого места, климатическая ситуация продолжила усугубляться. Катаклизмы нарастают. К нашему глубочайшему сожалению, человечество не успело перейти к созидательному обществу до их начала. Поэтому мы будем вынуждены решать проблему выживания, создания новых технологий и объединения человечества одновременно. Сейчас каждый обязан сам позаботиться о выживании. Первейший вопрос — это вопрос энергии. Принцип извлечения энергии из пространства и примеры его использования теперь у вас есть. Сегодня каждый может включиться в разработку собственной модели БТГ для обеспечения потребностей в энергии своего дома в условиях, когда энергетические сети будут разрушаться катаклизмами. Как говорится, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Нейтрино-Вольтаик Power Cube. Это БТГ, разработанный немецким математиком и предпринимателем Хольгером Торстеном Шубертом. В этом БТГ нет движущихся частей. Он использует кинетическую энергию частиц, идущих непрерывным потоком из космоса и пронизывающих все окружающее пространство. Нейтрино-Вольтаик – это сборщик энергии. Он не производит энергию, он преобразует энергии, которые уже присутствуют. Вокруг нас много энергии. Устройство представляет собой сэндвич, множество чередующихся слоев графена и легированного кремния. Технология основана на преобразовании кинетической энергии частиц в электричество благодаря колебаниям атомов графена, принимающих эту энергию. Достижения исследователей в области технологии выращивания графена на больших площадях позволила компании Neutrino Energy Group реализовать проект по созданию преобразователей резонаторов Neutrino Power Cubes. По словам президента компании Хольгера Шуберта, выпуск БТГ начнется на нескольких заводах в 2026 году. Масштабные инвестиции научно-технологической компании Neutrino Energy Group в разработку технологии электрогенерации Нейтрино-Вольтаик позволили перейти к промышленному производству резонаторов-преобразователей Neutrino Power Cubes нетомощностью 5-12 кВт, предназначенных для автономного электроснабжения, в первую очередь, частных потребителей. Подробнее об установке Хольгера Шуберта смотрите в фильме «БТГ. Новая эпоха бесплатной энергии». Документальный фильм на канале «Созидательное общество». 2026 год может стать годом революции в энергетике и годом рождения графеновой энергогенерации. В настоящее время проходят полевые ресурсные испытания 150 штук Neutrino Power Cubes нетомощностью 5-6 кВт, которые показывают их устойчивую автономную работу в процессе эксплуатации в домах граждан Австрии. Продолжаются исследовательские работы по адаптации технологии Нейтрино-Вольтаик для создания встроенной в корпус электромобиля автономной системы генерации энергии. Это позволяет говорить о том, что вскоре на дорогах мы увидим электрокары с электрогенерирующими корпусами из метаматериала, а дальше любые гаджеты будут еще на заводе снабжаться источником питания, которому будет не нужна зарядка. На этом можно было закончить наш фильм. Как говорит профессор Эткин, лед тронулся. Принципы работы БТГ озвучены.
И даже строится первая кинетическая электростанция в иракском Курдистане. За ней, очевидно, пойдут и другие станции подобной конструкции. Но, к сожалению, в этом варианте вся остальная энергетическая инфраструктура распределения остается прежней. Это значит, что люди и дальше будут вынуждены платить за электричество. Но такой вариант, как этот, очевидно, нас уже не устроит. Энергия должна быть бесплатной для населения, промышленности и сельского хозяйства. Нам потребуется ее много, очень и очень много в самом ближайшем будущем. 2026 год действительно может стать поворотным в деле распространения бесплатной генерации энергии. По-настоящему бесплатной энергии для всех людей нашей планеты. Наш 5-киловаттный Power Cube — это первый продукт, который мы выпускаем на рынок. Можно сказать, это своего рода Big Mac компании Нейтрино, просто первое предложение для рынка. Если кто-то считает, что весь прибор собирается на одном заводе, то это заблуждение. В наши дни электроника собирается из купленных компонентов. Это означает, что самые различные компоненты, необходимые для такого устройства, уже доступны на рынке, который существует для этого типа продукции. Единственное, чего пока не хватает в достаточном объеме, это так называемых графеновых пластин. Производство таких свободно колеблющихся графеновых слоев между слоями кремния — это своего рода узкое место в нашем производстве. Это связано с тем, что процесс изготовления таких пластин очень сложный. Они должны производиться в вакууме с давлением 10 в минус 8 степени. Это высокочувствительное производство в условиях абсолютной стерильности, требующее использования материалов высокой степени чистоты. И мы нашли такие возможности в Юго-Восточной Азии. То есть существуют компании, которые сами не могут производить Power Cube, но могут изготавливать для нас эти пластины, поскольку они составляют основу технологии. Для понимания масштаба нам нужно примерно 1500 квадратных метров поверхности пластин для 5-киловаттного Power Cube, чтобы он обеспечивал достаточную мощность. Трудностей было несколько. В самом начале мы подвергались насмешкам. Когда мы в первый раз заговорили о нейтриной энергии и привлекли 2-3 профессора, которые всерьез заявили, что нейтрино нельзя поймать. В тот период, когда мы начали работать над этой темой, нас просто засыпали доносами, причем зачастую абсурдными. Подали множество исков, и даже дело стало своего рода развлечением для судебной системы. Сейчас я говорю об этом с улыбкой, потому что все без исключения дела были закрыты. Прокуратура не только прекратила их, но и в обоснованиях своих решений опиралась на наши объяснения, признавая, что теперь они поняли ситуацию. Затем нам годами приходилось сталкиваться с уголовными делами. Затем началась международная работа. Обвинения сняли, пришли крупные партнеры и инвесторы с большими капиталами. Но проблема не прекратилась. Затем нас обвинили в отмывании денег, что привело к блокировке средств или средства задержали из-за нашего сотрудничества с учеными из стран, которые не входят в круг правильных. Мы все еще сталкиваемся с трудностями из-за конфликта в Украине. За последние 2 года многое невозможно было реализовать по заранее намеченному плану, потому что мы работаем в международной команде. Мы работаем с физиками и инженерами из России, Индии, Китая, США и других стран. Но, к сожалению, эта политическая ситуация сильно повлияла на наши научные связи. Вдруг стало невозможно работать с действительно хорошими учеными и университетами, с которыми мы раньше сотрудничали, из-за политической ситуации.
Даже сегодня, в начале ноября, я могу сказать, что значительная часть наших средств все еще заморожена здесь, в западных странах, потому что мы долгое время работали с восточноевропейскими физиками, инженерами и институтами в России, которые, кстати, являются ведущими в разработке углеродных производных. Речь идет не о сотнях тысяч или миллионах. Речь идет о миллиардах евро, которые искусственно удерживаются от нашей группы компаний, хотя не принадлежат нам, находятся на нашем балансе и получены за лицензии и акции. Несмотря на это, мы продолжали работать и двигаться вперед в сложных условиях. И мы будем продолжать. Но сегодня мы находимся на этапе, когда это уже невозможно остановить. Общественность поняла, как работает эта технология. Даже если нас, скажем так, попытаются устранить или уничтожить как компанию, эти знания уже принадлежат миру. Это достижение мы подарили миру. С этим знанием мир может реализовать эту технологию. Независимо от того, будем ли мы строить PowerCube или это сделает кто-то другой в будущем, поскольку есть чертежи и есть понимание этого процесса. Мы, конечно, опубликовали патенты. Мы понимаем, что наши знания уже служат другим основой для работы, и именно поэтому существуют патенты, чтобы раскрывать эти знания и побуждать других делать на их основе новые открытия. Таким образом, каждый, кто сегодня заинтересуется, может подробно изучить патентное описание. Если человек достаточно сообразителен, он сможет воспользоваться нашими знаниями, которые мы нарабатывали десятилетиями с огромным трудом, любовью и значительными затратами. Однако мы принимаем это, потому что считаем своим долгом перед обществом раскрыть эти знания. Сегодня мы стоим на пороге революции в энергетике. Технология БТГ затронет практически все сферы жизни людей. Она глобально повлияет на процессы, происходящие в социальной сфере, экологии, сельском хозяйстве, науке, промышленности. Понимая ответственность за сохранение стабильности в мировой экономике при внедрении БТГ, необходимо соблюсти следующие условия. Учитывая надвигающийся энергетический кризис и стремительно нарастающие климатические катастрофы, необходимо экономически просчитать плавный переход мировой энергетической сферы на БТГ. Переход на БТГ не должен вызвать мирового кризиса с одной стороны. С другой, мы должны успеть совершить этот переход до того, как промышленность будет разрушена катаклизмами. БТГ должны стать достоянием всего человечества, иначе мы просто не выживем. БТГ должны быть доступны по всему миру, во всех странах, всем жителям планеты. Необходимо предусмотреть переквалификацию множества специалистов, работающих в сфере традиционной энергетики и смежных областях, чтобы избежать социального кризиса. Сегодня мы находимся на том этапе, когда это уже невозможно остановить. Сегодня мы находимся на том этапе, когда слишком много людей поняли, как это работает. Так говорит Хольгер Шуберт, создатель нейтрино PowerCubes. Действительно, эту пасту уже выдавили из тюбика. Обратно ее не вернуть. Новость о скором начале промышленного производства БТГ в разных странах действительно потрясает. И вот еще одна позитивная новость. Одна из компаний, выпускающих кондиционеры, приобрела лицензию Нейтрино Voltaic на право выпуска кондиционеров со встроенным графеновым электрогенератором, дающим от 12 до 25 литров чистой питьевой воды за счет конденсирования из воздуха. Что это значит для нас? Это значит, что мы всего в одном шаге от начала глобальной очистки океана и стабилизации климата. Прямо сейчас происходят тектонические сдвиги, которые большинству пока не видны.
Однако в ближайшие годы, благодаря энтузиастам-разработчикам, все мы будем пользоваться энергией, собранной из пространства и преобразованной в электричество с помощью компактных устройств, доступных каждому. Это станет для нас такой же повседневной реальностью, как сегодня электричество по проводам. Это будет в каждом доме. Мы стоим на пороге эволюционного скачка от разделенного человеческого сообщества к цивилизации. Одним из условий цивилизации является обладание свободной энергией. Это такое же необходимое условие, как объединение всех людей и отсутствие власти одних людей над другими. Но это только первый этап развития новорожденной цивилизации людей планеты Земля. Чем дальше будет развиваться наша цивилизация, тем к более чистому виду энергии мы будем получать доступ. А значит, наши возможности будут стремительно возрастать. Пришло время повзрослеть и взять ответственность за свою жизнь на себя. Мы можем начать пользоваться тем, что дается для нашего развития, для нашего благополучного существования на этой планете. Что же можно сделать прямо сейчас? Пока до начала массового внедрения БТГ осталось несколько лет, каждый может приложить усилия и сделать собственную установку. Принципы вы знаете.